7 октября свой юбилей отмечает один из самых влиятельных политиков мира, президент Российской Федерации Владимир Путин. В честь его 70-летия в Сухуме прошла акция. Выступающие отмечали, что именно с его приходом к власти судьба нашего государства изменилась в лучшую сторону. В истории нашего народа роль российского президента оценить сложно, поскольку во всех сферах оказывается помощь. Наша молодежь учится на бюджетной основе в российских вузах, в то время как не все жители многих регионов России имеют такую возможность, отметил член Общественной палаты Абисалом Гвардия. Война, которая началась в 1992 году, она закончилась именно в 2008 году с момента признания. Вот в истории нашего народа, в истории нашего государства роль президента Российской Федерации, я думаю, оценить очень сложно, потому что все позитивные моменты, которые присутствуют у нас, именно с приходом его к власти, и мне очень приятно, что сегодня мы имеем возможность вот именно в этот день говорить об этом и вспоминать нашу историю. О взаимодействии Республики Абхазия с Российской Федерацией в области молодежной политики рассказала заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Мадина Воуба. С 21 по 26 октября текущего года в Абхазии пройдет Международный молодежный форум «Вместе создавая будущее», в котором примут участие представители молодого поколения Абхазии, России, Южной Осетии и других республик. Площадка форума даст возможность объединить молодежь и двигаться в правильном направлении. Помимо молодежной политики идет также взаимодействие в области физической культуры и спорта, где наши именитые спортсмены показывают отличные результаты. Многие абхазские спортсмены учатся и тренируются в России и успешно представляют ее на международной арене. В Абхазии уважают Россию и президента России Владимира Владимировича Путина. И символично, что сегодня наша встреча проходит в день его 70-летия. От лица Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту хочу поздравить президента и пожелать ему крепкого здоровья, успехов в такой ответственной и нелегкой работе. Выступающие отмечали, что братские союзнические взаимоотношения с Россией граждане Абхазии должны беречь и делать все необходимое для их успешного развития и укрепления. Все мы сегодня остро понимаем наше соучастие в тех или иных преобразованиях, которые проводит президент Российской Федерации. Я верю, что решение Владимира Путина провести специальную операцию – это обдуманный и ответственный шаг. Крайняя мера для защиты интересов русского населения, рубежей России и союзных ей государств. В наших силах сейчас быть сплоченными, едиными против развернутой информационной войны против наших суверенных государств и не поддаваться на многочисленные провокации, которые разворачивают и против Абхазии. Отказ грузинского государства подписывать соглашение о неприменении силы – главное тому доказательство. Главная задача, которая лежит на каждом противнике коллективному Западу в этой исторической ситуации – быть ответственной за свои слова и действия. Я выступаю в поддержку действий президента России, который направлен на стабильное развитие и безопасность наших стран, безопасность всего русского и абхазского мира. В акции участвовали представители молодежных организаций, студенты АГУ, члены Общественной палаты. Сотрудничество с Россией, его, правда, нельзя как-то обесценивать, поскольку мои братья учатся там, в хороших вузах, получают достойное образование. Сюда приезжают отдыхающие из России. Я надеюсь только, что наше сотрудничество, оно будет достойным и гордым. Инициатором акции являются представители Ассоциации молодежи Абхазии ПЕПШ. Поддержку в организации мероприятия оказало Министерство иностранных дел. На мой взгляд, это очень важная акция, опять-таки, в условиях, когда коллективный Запад и практически почти весь мир ополчился против России, показывать то, что мы находимся рядом, то, что мы с ними дружим, то, что у нас есть эти братские отношения, и что мы никогда их не оставим. Я думаю, это очень важно, и наша молодежь это тоже прекрасно понимает. Это первая акция из цикла общественной кампании в поддержку России «Сила в правде», которую планирует провести в Абхазии представителя ПЕПШ. Лаура Капш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.